Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто очень-очень хочет к вам проявиться, но вас боится. Посмотрим, кто этот мужчина, решится ли он, ну и в принципе, что от него ждать. Загадайте, пожалуйста, на себя, именно на себя, ни о каких мужчинах не думайте, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь не один мужчина вышел, не один, а здесь два мужчины. Один мужчина действительно очень переживает, боится, испытывает искренние чувства, искреннее такое, знаете, влечение, такую поэзию. Вы для него как муза, как звездочка, такая шикарная, прекрасная, манящая. То есть человек сам по себе очень хороший такой, настоящий, да, вот с сердцем, с душой, с головой, да, все хорошо у него. И действительно он перед вами робеет. Вы настолько прекрасны, вы настолько его поразили и покорили, что он побаивается. Но при этом он нацелен на вас. И вышел еще один человек. Но этого человека вы знаете и совсем недавно, скорее всего, да, ну, может быть, там час назад, либо день назад, вы этого человека поминали, ну, таким, знаете, недобрым словом. Это кто-то из вашего прошлого. Здесь человек похож на какую-то, не знаю, крысу, либо какое-то мышеподобное существо. Такой, знаете, глаза колючие, очень такой брехливый, постоянно он вот виляет, обманывает, вот за себя, для себя, такой вот весь корыстный, знаете, ленивый, да, ленивый. Ему легче там, знаете, где-то отмолчаться, отсидеться и прийти на все готовенькое. Но этот человек он был в вашей жизни и сыграл какую-то не очень положительную роль в вашей жизни. Скорее всего, вы расстались и расстались достаточно плохо. Плохо расстались. Смотрите, видите, тут двойка. Между вами была двойка. То есть вы были в паре, вы были в отношениях. Вот вспоминали вы его, девочки, вот вспоминали. И причем плохим таким словом вспоминали. И мысли об этом человеке доставляют вам дискомфорт, переживания, кому-то даже боль доставляют. Вот он тоже хотел бы к вам еще раз проявиться, да, еще раз закинуть удочку, как говорится, попытать свое счастье. Но этот, он боится, даже не так, он не то чтобы боится, он просто уверен, что если он сейчас к вам придет на порог, то вы его в лучшем случае сковородкой, ну а в худшем, даже говорить не буду чем, да, но отправите подальше. Ему очень хочется назад вернуться, потому что с вами было реально хорошо, комфортно. Вы такая добрая, вы такая любящая, вы такая заботливая. Какие у вас руки приятные, вот такие теплые, дающие. Какие глаза у вас такие честные, да, открытые. Какая вы сама прекрасная, просто неземная. Он, знаете, он как вампир, он питался вашей энергетикой. А у кого-то из девочек отыграется, плюс еще и жил за ваш счет. Да, вы его содержали, а он вам все рассказывал, что ой, сейчас я разбогатею, там не сегодня, завтра у меня будет полно денег, да, а вы все верили. Верили, ждали, надеялись, ну, пока не раскусили этого мошенника. Абьюзер и энергетический вампир, по-другому не скажешь. Он питался вашими эмоциями, девочки, питался в прямом смысле слова. Вот он устроит скандал, да, вы после этого скандала вся выжатая, как лимон, а он такой бодрячком, раз и гулять ушел, либо чувствует себя очень прекрасно, да, аж насвистывает. Очень нехороший тип, очень.
он верит, что ваше доброе сердце его простит. Он просто в этом уверен. Говорит, ну надо еще и время дать. Да? Он, кстати, следит за вашей жизнью, в курсе событий, что происходит с вами, что происходит в вашей жизни. А у кого-то из девчонок ребенок от него есть. И вот он такой думает, ну никуда ты от меня не денешься. Он, кстати, по-прежнему считает вас вот такой доверчивой, извините, дурехой. Он в этом уверен, он такой вам диагноз поставил. Но он ошибается, очень ошибается. Нет, вы его назад не пустите, я это вижу. Я это вижу. Но он будет пытаться, девочки, он будет пытаться. И, возможно, даже не один раз будет пытаться назад к вам вернуться. Хитростью, шантажом, эмоциональным шантажом, какими-то, может, махинациями. Будет, девочки, будет. Еще попробуйте избавиться от этой напасти, от этого нехорошего человека. Тут сложно будет. Сложно. И еще я хочу вас предупредить, мои хорошие. Если вы с кем-то в ближайшее время вступите в отношения, вы сразу своему партнеру, своему возлюбленному, да, расскажите об этом персонаже. Потому что как только он узнает, что у вас есть новый мужчина, новый кавалер, поверьте, он сразу прибежит и начнет свою игру. Он начнет, например, лезть, он начнет мешать, он начнет вмешиваться, он начнет про вас там что-то сочинять, говорить. Да? Он может мешать вам устроить свою личную жизнь. Потому что он не может себе представить, что он вас потеряет. То есть он считает, что вы его. Все, вы его, и никуда вы не должны от него деться. Вот он вас там типа на поводке держит, периодически он этот поводок отпускает, когда надо, да, он его подтягивает. Поэтому имейте это в виду. Здесь может подпортить, да, ваши новые будущие отношения. То есть такой мерзкий тип. Это, знаете, как вот это мазута, да, прилипла, и попробуй ее отмой. Да, и она и черная, и воняет, да, и ничем не выводится. Очень похоже на отношения с этим мужчиной. Ужасный человек. Девочка, как вас угораздило, это просто уму непостижимо. Такая шикарная женщина, смотрите, этот готов молиться на вас, а вы вот с таким время тратили. Да еще и какую травму от него получили. Кстати, кто-то из девчонок действительно в прямом смысле слова травму от него получил. Нехороший, негодный мужчина, абсолютно негодный. Так, ну я вас предупредила. Имейте в виду, примите меры, девчонки. Так, ну давайте вернемся к этому хорошенькому, который тут весь такой романтичный. Смотрите, видите, в голове он держит вот эту картинку. На коне, рыцарь на коне. Он очень хочет быть для вас вот таким прекрасным рыцарем. Он хочет вас защищать, оберегать, не знаю, там, победы для вас добывать, да, может быть, там, всячески поддерживать. Романтика, опять же таки, да, посвящать вам свою поэзию своего сердца. Очень хочется к вам проявиться, но что-то его действительно пугает. Может быть, пугает, что он мало информации о вас знает. Может быть, пугает ваш уставший, холодный взгляд. Ведь вы действительно немножко закрылись, девочки. Здесь вас все-таки звездой показывают. А это значит, что вы не только прекрасная, но вы еще и холодненькая такая стали, да, как звезды. Звезды, они ведь холодные, да. Поэтому, мои хорошие, побаивается. С этим мужчиной вы периодически то ли встречаетесь, то ли уже контактируете. Может быть, коллега на работе, может быть, по соседству, может быть, куда-то вы приходите в какую-то организацию, учреждение, постоянно с ним контактируете. Мужчина, волосики темные, у мужчины, ну, он постоянно, как знаете, в поисках своего имиджа. То у него есть усы, борода, ну, такие, знаете, прям миниатюрные, да, совсем чуть-чуть, то он сбривает, он никак определиться не может, идет ему это или не идет. Но вот он периодически то с бородой, то без, да, то с усами, то без усов. Мужчина, который за собой следит, мужчина, который одевается в каком-то определенном стиле, то есть есть у него какой-то любимый стиль, и он его вот сугубо придерживается, постоянно вот в этом стиле находится. Здесь четко показали, что этот мужчина лев. Лев, да? Может, назовут его лев, а может быть, он родился под знаком льва.
А может, по характеру он такой, знаете, вот прям царь зверей. Но не в плохом смысле этого слова, да, там не грозный, не требовательный, не капризный, а наоборот, он взял в себя все лучшие качества льва. То есть он сильный, он защищает, он оберегает, он добывает в конце-то концов. Ну вот прям четко показали лев и все. Может быть, даже как в переводе его имя означает лев. Так, ну лев, львище. Львище настоящий. Так, девочки, ваше мнение по поводу этого мужчины. Он есть в ваших глазах, просто надо повспоминать. Хотя я думаю, что многие из вас уже догадались, о ком я говорю. Ваше мнение о нем странный. Вы его не рассматриваете как пару, вы его не рассматриваете как мужчину. Да, может быть, ну, на лицо симпатичный, да, ну, приятный, по крайней мере. Может быть, были у вас какие-то раньше мысли об этом человеке, но как-то вы быстро это все из головы у себя и вымели. Из-за того, что этот мужчина очень скромно себя ведет, очень скромно. Он, знаете, старается лишний раз на вас даже не смотреть. Ну, вот реально, как будто бы человек вас избегает. В прямом смысле слова, потому что он теряется при виде вас, потому что у него там руки начинают потеть, он заикаться начинает, у него мысли начинают путаться, голова кружится, когда он вас видит. Понимаете, насколько сильно вы на него влияете? Вот прямо сейчас подумайте, темненький, периодически носит бороду, усы, периодически все сбривает, в каком-то определенном стиле в одежде, да, постоянно присутствует, то есть это сложно не заметить, и постоянно вас избегает. Вот именно он. Может быть, как день рождения, когда там в июле, июль-август, да, вот этот мужчина. Явно вы с ним встречаетесь, явно вы контактируете, явно есть какая-то ну, коммуникация, да, соприкосновение есть с этим человеком. Он, кстати, не первый день о вас мечтает, не первый месяц мечтает. То есть давно уже зародилось чувство. Сначала вы ему очень понравились, а потом он начал вами интересоваться, потом он даже какие-то попытки, возможно, делал, да, но вы не поняли, да, и он, эти попытки какие-то неуклюжие у него были. Вот сейчас он собирает о вас информацию, сейчас он собирается, как говорится, силами, с духом для того, чтобы вас пригласить и позвать, например, на свидание, просто подойти познакомиться, если вы, например, только визуально друг друга знаете. Здесь, девочки, это такое дело сложное. Вот мы привыкли считать, что мужики, они там сильный пол, что для них вообще не проблема с кем угодно познакомиться и начать отношения. Это не проблема, когда женщина ему не настолько нравится, да, либо женщина для него там объект желаний. А когда у мужчины серьезное чувство зреет внутри, это уже, да, действительно проблема. И проблема похлеще, чем у женщин. Да, подойти первой познакомиться, либо предложить там, на свидание сходить. Он надеется на какое-то чудо, он надеется на какую-то ситуацию, надеется, что Боженька даст ему силы, да, и он не упадет в обморок перед вами, да, и все-таки выдавит из себя эти слова, да, пригласить вас на свидание. Не знаю, что-то будет происходить, какие-то праздники, выходные, мероприятия, может быть, там какой-то театр приедет в ваш город, да, вот он ждет какого-то случая, чтобы прям подойти и действительно пригласить. Ждет. У него даже какой-то план уже созрел, да, подготовил он какой-то план. Он ждет какого-то дня, либо какого-то специфического случая. Здесь четко показали. А отступать он не намерен. Нет у него дороги обратно. У него только одна дорога. Видите, на этой лошадке к вам, к своей прекрасной леди, к своей прекрасной звезде. Только к вам. Знаете, девочки, я вижу ваше будущее. Я вижу, что он все-таки решится. И я вижу, что вы ему не откажете. Вот чисто даже ради интереса скажете, а почему нет? Мужчина приятный, мужчина хорошо разговаривает, правильно разговаривает, да? Мужчина хорошо одет, скромный. Почему нет? Почему нет? Да, ради развлечения пойдете с ним на свидание. Вот вижу, что у вас свидание с ним будет. Обязательно будет. Тут по-другому быть не может. Свидание будет. Сейчас он сам себя останавливает, но в будущем я вижу, будет у вас свидание. Так, давайте я еще вам на оракуле посмотрю. Может быть, какой-то совет, рекомендацию. По поводу вас и вашей личной жизни.
Да, вы сейчас закрылись в страхах, в переживаниях. Угу. Так, девчонки, что бы там ни происходило, как бы вы тут не закрывались, вам все время кажется, да, что все мужики одинаковые, поиграет да бросит, да. Ну вот опыт, да, с этим товарищем уже был. Вы вся в страхах, вы вся в переживаниях. Кстати, у кого-то даже отыграется, что у вас сейчас в жизни какая-то сложная ситуация, либо очень, ну, скажем так, непростая линейка событий, где вы прям действительно в стрессе находитесь. Но как бы там ни было, девочки, не стоит себя закрывать. Оно того не стоит. Поверьте, вы желанная, вас любят, к вам тянутся. Вы очень интересный человек. Не надо на себе крест ставить, не надо себя просто, я не знаю, отрезать от мира. Не надо этого делать. Вы очень классный человек, очень талантливый, очень умная, очень специфическая, понимаете? Вот какая-то уникальная, штучная. Вот как вы, таких мало. Вот куда бы вы ни пришли, вы всегда притягиваете взгляды. Не только мужчин, кстати, и женщин. Потому что вы очень яркая, вы очень интересная. У вас какие-то уникальные черты лица, либо какая-то уникальная подача. Вы всегда заметны. Вот во что вас не наряди, вот в мешок просто вас наряди, вас все равно заметят. Все равно отметят, какая вы милая, какая вы симпатичная, какая вы красавица. Это есть, девочки, не дать не взять. Так, ну... Два мужчины все-таки, знаете, как добро и зло. Добро и зло, да? Вот оно зло, вот оно добро. Два мужчины вами интересуются. Ну и здесь карта удачи вышла. Это очень хорошая карта. Карта обещает, что все будет замечательно. И вам, мои хорошие, наконец-таки повезет. Либо в любви, в отношениях повезет, либо действительно вот в материальном, в решении своих вопросов, проблем. Главное, чтобы вы себя не закрывали. Не закрывали, не отказывались от жизни, от мира и не сидели в четырех стенах. Мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Вы умничка, вы красавица. Показывайте себя людям. Выходите, общайтесь. Все у вас будет замечательно. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.